Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Принят проект бюджета Якутии на предстоящую трехлетку. Расскажем, как изменится главный финансовый документ региона. Государственный пожарный надзор Якутска проводит проверку многоквартирных домов высокой этажности. Узнаем, к чему пришли инспекторы. Ну а тем временем в Верхневилюйске провели семинар-практикум для молодых педагогов «Мастерская педагогических конкурсов». Сегодня на пленарном заседании Государственного собрания Илтумен народные депутаты во втором чтении приняли проект закона о госбюджете. Как отметил глава региона Айсан Николаев, документ формировался в непростых условиях. Однако парламент и правительство провели большую согласительную работу. Главное, бюджет остается социально ориентированным. Так, общий объем расходов на следующий год составляет 349,7 миллиардов рублей. Половина средств, причем, как правило, направляется на здравоохранение, образование и социальную защиту. Ко второму чтению республика получила из федеральной казны дополнительные 28 миллиардов рублей, что позволило укрепить ключевые направления и обеспечить устойчивость бюджета на следующий год. Помимо этого, на пленарном заседании парламентарии рассмотрели еще один важный вопрос – проект базового закона о местном самоуправлении в первом чтении. Инициированный группой народных депутатов законопроект получил одобрение большинства парламентариев. Виктория Готовцева продолжит тему. По словам инициаторов, законопроект не только гармонизирует республиканское и федеральное законодательство, но и определяет ключевые принципы организации местного самоуправления. В республике сохраняется двухуровневая модель местного самоуправления. Главный принцип документа – преемственность с федеральным законодательством. Мы должны понимать о том, что новый порядок выборности глав муниципальных образований и городских округов, он направлен на то, чтобы повысить ответственность глав для дальнейшего развития своей территории. И оно полностью отвечает принципам выборности и демократии. Ну и ключевым нововведением стал переход на новый порядок избрания глав муниципальных образований. Теперь главы районов и городских округов будут избираться представительными органами из числа кандидатур, представленных главой республики, а главы городских и сельских поселений – представительными органами уже по результатам конкурса. А вот для малых сельских поселений, то есть до 100 избирателей, представительный орган не создается, так что полномочия возлагаются на сход граждан. Меняется принцип избрания глав муниципальных образований. Назначения нет и не будет. Самовыдвижение приветствуется, это будет. Повышается роль представительных органов местного самоуправления. Сейчас депутаты наследных районных советов соразмерно, одновременно будут совместно с главами отвечать за все, что происходит на местах, отвечать перед населением. И они должны будут работать вместе, на паре. Законопроект прошел широкое обсуждение как в парламенте, так и на местах с теми, чью деятельность он будет регламентировать. Народные депутаты выезжали в районы и обсуждали этот вопрос с муниципалитетами. Выслушаны все предложения. Как правило, все это будет учтено при рассмотрении во втором чтении. Не только внесли данный проект закона, но и лично я под моим руководством и другие группы под руководством Владимира Михайловича Прокопьева, председателя профильного комитета, побывали во многих муниципалитетах, в районах. Мы разъясняли позицию нашу, слушали их предложения от населения республики, от общественности, от депутатов представительных органов, глав муниципальных образований и так далее, и так далее. Здесь были проведены большая подготовительная работа по разъяснению среди населения, проведены парламентские слушания с большим количеством участников. И все это дало свои результаты. В принципе, большинство населения республики данный проект закона поддерживает. Концептуально мы его приняли в первом чтении. Переход на новый порядок избрания будет постепенным, то есть после окончания сроков полномочий действующих глав. В 2026 году по новой схеме пройдут выборы 5 глав районов, 1 городского округа и около 40 глав поселений. Виктория Готовцева, Иван Сорокаумов, Якутск.
Государственный пожарный надзор Якутска проводит проверку многоквартирных домов высокой этажности. В ходе работы инспекторы проверяют исправность пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, а также укомплектованность пожарных кранов. С начала года специалистами проведено 20 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено около 250 нарушений требований пожарной безопасности. Научно-практическая конференция посвящена вопросам, которые насущны для работы районных больниц и их подразделений в целом в республике и в регионе. Рассматривались такие вопросы, которые именно будут способствовать сохранению здоровья людей, продлению активной и здоровой жизни населения. Все эти вопросы поднимались с медицинской точки зрения, а также общественности и внедрения корпоративных программ для укрепления здоровья, формирования культуры, среды, где человек живет и работает. Кроме практической конференции была организована выставка, представляющая все эпохи формирования Нюрбинской районной больницы от истоков и до нынешнего времени. Как это интересно, и визуально интересно, и по смыслу очень важно. Они прошлое, они настоящее, они будущее показали свое, да, то есть, и это такое, знаете, чувствуется и уважение к прошлому большое, потому что, медицина прошлого и медицина сейчас, большая разница, казалось бы, но нельзя забывать и тот подвиг, и те достижения, которые стали основой для сегодняшнего дня. И вот насколько они с любовью, кажется, с какой гордостью они это очень интересно, очень красиво и очень, прямо я с восхищением. Немецкая овчарка по имени Тайфун не просто верный друг, а полноправный страж порядка в Хангаласском районе. Он служит в отделении патрульно-постовой службы, помогая в поисках пропавших и расследовании имущественных краж. Как несут свою непростую службу четвероногие сотрудники, знает Виолетта Засимова. На заднем дворе отдела полиции идет тренировка. Ее участник необычен. 4 лапы, 1 хвост, острый нюх и огромное преданное сердце. Трехлетний пес Тайфун уже больше года служит в ППС. Его напарник и хозяин – кинолог Михаил Новиков. Сегодняшний урок – отработка базовых команд: сидеть, лежать, стоять, место, рядом и, конечно, ко мне. После тренировки Тайфуна ожидает плотный обед. Нет. Можно. В день сколько раз он ест? В день один раз можно разделить на 3 рациона по 200 грамм. Так как сейчас холод, еще плюс 150 грамм прибавляется. Тайфун пока единственный служебный пес в отделе, но его статус уже подкреплен служебным транспортом. Этим летом для нужд кинологической службы района была выделена специальная машина. Есть 2 будки для собаки служебных. Тайфун сюда садится. Есть также отопитель и кондиционер. Функционал полицейских собак разнообразен. Одни, как Тайфун, специализируются на поиске людей, другие натренированы на обнаружение взрывчатых веществ или наркотиков. В рядах МВД чаще всего служат немецкие и бельгийские овчарки, а также ротвейлеры. Срок службы у этих преданных сотрудников относительно невелик, в среднем 7 лет. По достижении этого возраста собаку списывают, ей ищут новых хозяев, хотя часто сотрудники забирают своих напарников домой. Для Михаила Новикова Тайфун – первая личная служебная собака. До пенсии у них в запасе еще несколько лет напряженной службы. Через 4 даже. Через 4. Пока не думал об этом. Но планируете кому-то отдавать или оставить себе? Себе оставлю, это точно. А пока Тайфун находится в самом расцвете сил, с радостью выполняя свой долг и обеспечивая безопасность жителей района. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Верхневилюйске провели семинар-практикум для молодых педагогов, мастерская педагогических конкурсов. Около 10 детских садов отправили своих молодых специалистов получать опыт у старшего поколения своей профессии, научиться новым навыкам и повысить мастерство. Участников поделили на команды и устроили соревнования в виде игр. Помимо этого, для молодых воспитателей провели мастер-класс по авторской дидактической игре, развивающая бусинография, которую придумали и продвигают воспитатели Алена Викторовна и Валентина Васильевна. Сегодня мы поделились нашим опытом работы, рассказывали, как одним игрой, тренажером можно развивать ребенка, что можно развивать не только мелкую моторику, но и креативное мышление ребенка,
также координацию ребенка, что одним тренажером можно обучать и цифрам, и решать задачи, и разные игры придумать. Надеемся, что они сегодня приобретут полный багаж знаний, они что примут наш опыт работы в своей работе с детьми. Весной этого года между администрацией Миконского района и мэрией Якутска подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Составили план совместных мероприятий до 30 года. На одном из запланированных мероприятий, круглом столе по совместным проектам в сфере туризма и предпринимательства, побывали наши уснерские коллеги. Круглый стол с участием руководителя аппарата окружной администрации города Якутска, заместителя главы города Юрия Петрова, прошел в Уснере. Основанием для встречи стало подписанное в апреле этого года соглашение между главами администраций города Якутска и Миконского района. Это взаимовыгодное сотрудничество, включает конкретные практические, это не на бумаге простой план. Ближайшее то, что мы имеем, это, конечно же, постройка дома купца Кривошапкина Николая Осиповича на территории города Якутска, как я уже сказал, на территории Старого города 2. Одним из предполагаемых совместных проектов также является постройка центра коневодства в местности Усхатын. Как сказал Юрий Ильич, проект имеет свое будущее. Следует отметить конструктивность и деловой режим встречи. Предложенные проекты были направлены на увеличение турпотока и укрепление международного имиджа региона. Чтобы выйти на международный уровень, мы должны делать то, что не могут делать другие. Тогда мы будем конкурентоспособными, и мы ставим упор на необычность, на эксклюзив, где нету во всем мире. Почему, например, люди идут на гору Эверест? Тысячи, миллионы идут на гору Эверест, потому что гора Эверест – это самая высокая гора, и он единственный во всем мире. А во всем мире, где живут люди, в минус 60, минус 65, это Якутия. Вот этот бренд надо проталкивать как будем, проталкивать через экстрим можно проталкивать. Во второй половине дня делегация отбыла в Тамтор, по пути совершив восхождение на безымянную гору высотой 1268 метров при температуре минус 50 градусов. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на сайте як24.ру и в наших социальных сетях. До встречи в дальнейших эфирах.